Улыбаешься, довольный? Токсиколог Алексей Третьяков третий день живет на работе. В больнице Иркутска до сих пор поступают пострадавшие. Несмотря на то, что вчера полиция проводила рейды по торговым точкам и изымала сомнительные пузырьки. Я в 11 меня как выдернул из дачи в воскресенье. И все, я вот сегодня впервые час ночи поспал. Пациенты поступают, говорит Алексей, в крайне тяжелом состоянии. Их сразу отправляют в реанимацию. У большинства отек мозга, поражена нервная система, зрение, внутренние органы. Доставать их приходится буквально с того света. Общий диагноз – отравление метанолом. Лица находились в состоянии алкогольного опьянения в компании, где окружающие тоже были пьяны, и поэтому они неадекватно оценивали происходящее с их друзьями, родственниками. Скорая вызывалась поздно. Именно поэтому связано большое количество погибших на догоспитальном этапе и в первые часы при госпитализации больных. Всех, кто пришел в себя, медики опрашивают, так и выяснили, что в основном пострадавшие отравились непривычным боярышником. В большинстве своем, да, Эльвира Александровна, это вот не настойка, еще раз повторяю, боярышника, да, а вот эта жидкость для принятия ванн. Как ни печально, еще и мы видим относительно благополучных представителей нашего общества. Это пациентка, которая просит не показывать ее лица, не называть имени, из благополучных семейных пациентов. Пила вместе с мужем и свекровью. Зачем, так и не смогла объяснить. Зашла в магазин, купила, даже, как говорить, стыдно. Боярышник подается 250 граммов. Выпила с мужем и с его мамой. Мама уже не стала, к сожалению. Она погибла из этой всей ситуации. В мужской реанимации честно признаются, пили жидкость для принятия ванн. Такой пузырек можно купить в любом киоске не дороже 50 рублей. Выгодно. Магазинная водка сейчас дорогая. На утро почувствовал сильную боль. Терялось зрение. На свет именно когда смотришь, такое впечатление, фарами слепит, ничего не видишь. Тяжесть в ногах, слабость, недомогание, вызвал скорую помощь. Тем временем полиция не прекращает рейды по торговым точкам. За пару дней они проверили почти 1000 киосков, изъяли несколько тысяч пузырьков со спиртсодержащей жидкостью. Но до сих пор не смогли выяснить, кто поставщик и производитель суррогата. Люди оповещены, то есть все население с помощью ТОС, управляющих компаний, через объявления, телевидение, чтобы воздержались от приобретения, употребления всей спиртосодержащей на сегодняшний день продукции. Тоже встречные вопросы. Почему по поселку оказался единственный открытый павильон, который этим не торгует, а всех остальных предупредили? И они закрылись, кто вот именно торгует этим. Действительно, ничто не мешает продавцам киосков вернуть товар на прилавки, когда интерес к нему тихнет. За оборотом таких полуалкогольных, полукосметических средств в России никто не следит. Но так сильно суррогатом еще не травились. Так что Иркутск стал первым в стране городом, где объявили траур по погибшим от боярышника. Сегодня в городе приспустили флаги и отменили развлекательные мероприятия. Екатерина Пономарева для настоящего времени.